Здравствуйте, уважаемые близнецы! Рада вас приветствовать. И это расклад на ваш новый 2021 год. Это будет расклад на 12 сфер. Посмотрим, что будет происходить в вашей жизни в этом году. Если что-то затронет вас, какая-то тема из расклада, можете писать об этом в комментариях. С удовольствием прочту. Давайте посмотрим, какие же будут сферы задействованы. Ваша личность, ваши финансы, окружение, общение, контакты, недвижимость, семья, любовь, работа, здоровье, партнеры, ваша кармическая ситуация на год. Эта карта у нас саморазвитие, это карьера, достижения в карьере, это окружение, как у нас будет ладиться все с с дальним окружением, и наше состояние внутреннее, как мы будем себя чувствовать. Карта Солнца выпадает вам на первую сферу, то есть вы будете действительно привлекать всеобщее внимание, вы будете сиять, как солнце, да, вы будете счастливы, вам будет вести, вы будете получать комплименты, вас будут замечать. Замечательная карта, просто солнце – это ясность, решение каких-то проблем, если они были, это получение какой-то безопасности личной. Также здесь ситуация, когда вас замечают, когда вы в почете, когда у вас растет, улучшается репутация. И еще это карта удовлетворения. То есть вы что-то планировали, вы это получили. Очень счастливо вы будете себя чувствовать, и люди будут видеть вас как человека такого оптимистичного, радостного, который очень решительно действует, который очень искренне разговаривает, да, с открытой душой ко всем идет. Единственное, что может быть негативно по этой карте, мы можем чувствовать себя слишком гордыми, считать себя лучше других людей. Вот здесь, конечно, нужно быть осторожнее. Финансы. В финансах семерка жезлов выпадает. Финансы у нас требуют постоянного движения, постоянной деятельности, постоянной борьбы за то, чтобы они у нас были. Вообще семерка жезлов у нас карта, когда мы ставим какие-то цели перед собой новые, которых мы никогда не достигали. И вот поэтому у нас здесь очень много будет хлопот, труда. Мы будем доказывать сами себе и другим, что мы способны заработать вот таким новым способом. Здесь также ситуация может быть, когда мы отвоевываем свои финансы. Может быть и такое, что, допустим, какая-то конфликтная ситуация, конфликт интересов именно в деньгах получается, и нам нужно за свои деньги еще и постоять, повоевать, добиваться. Так, семерка жезлов. Ну, в принципе, здесь в любом случае, если мы прикладываем достаточно усилий, мы в любом случае получаем отличный результат. В этой карте тоже присутствует Солнце, а Солнце – это как раз прибыль, это выигрыш, это если мы, допустим, рискнули, да, мы победили. Очень хорошая карта. А теперь взаимоотношения, контакты с близкими людьми. Шестерка чаш выпадает, но в близком окружении просто будет все очень приятно, вас будут любить, с вами будут советоваться, вас будут приглашать на разные торжества, семейные, дружеские вечеринки и так далее. Вообще шестерка чаш – это такая карта, когда мы мало того, что хорошо общаемся, мы еще и помогаем постоянно друг другу, какие-то подарочки друг другу дарим. Очень хорошая карта для того, чтобы чувствовать себя комфортно. То есть, несмотря на то, что вам приходится очень много работать и вот для заработка денег тоже вы тратите очень много сил, вот близкое окружение вас поддерживает и как будто бы новые силы приходят. Шестерка чаш у нас карта какой-то, знаете, такой безмятежности, спокойствия, когда мы действительно ни о чем не переживаем, когда мы в кругу близких людей. Также карта может говорить о том, что могут приходить какие-то ситуации из прошлого,
люди из прошлого. Допустим, у нас были какие-то обиды, недосказанность, и тут мы все решаем, да, у нас прощение приходит обид каких-то, мы договариваемся с теми людьми, с которыми раньше не могли договориться. Может быть, даже, знаете, с кем-то судились, да, допустим, за деньги, за имущество, и вдруг эта ситуация разрешается. Это, так как это близкое окружение, тут могут быть там братья, сестры и какие-то родственники по семье, да, и вот с ними даже можете вы наладить отношения, если вдруг были проблемы. То есть старые проблемы, они как-то выходят на поверхность, и вы можете их разрешить. Отличная карта для недвижимости. Как раз 4 чаш у нас. Как раз недвижимость выражает, да, и семью. Хорошая карта для того, чтобы познакомиться с человеком для семьи, для того, чтобы найти покупателя для дома или найти нужный дом для покупки. То есть карта, когда у нас все происходит вовремя, и когда к нам приходит все то, что мы любим, о чем мечтаем. Мы предлагаем другим людям то, что им нравится. То есть, ну, здесь очень хорошие такие перспективы открываются. Также эта карта семейная сама по себе, то есть в карту сферы семьи недвижимость выходит как раз то, что она и обозначает, эта сфера. То есть это просто замечательно будет у вас здесь все проходить. Так, что здесь у нас еще важно? Если у вас была какая-то мечта, которая касается дома, недвижимости, семьи, она осуществится в этом году обязательно. Так, это наша сфера любви, да, у вас близнецы. Получается, что именно в сфере любви у вас будут максимальные достижения. То есть вы, наверное, поэтому и счастливы так. Вот карта Солнца вам выпадает в первый дом, потому что вы встретили человека, который вот просто ваша половинка вторая. Это действительно человек, идеал, которого вы всегда ждали, о каком мечтали. И именно вот это счастье, оно вам дает энергии на все остальные сферы. Да? Именно поэтому, может быть, вы тут миритесь даже и с близким окружением. В общем, у вас действительно здесь максимум будет возможности организовать свою личную жизнь, решить все вопросы, которые вот в личной жизни только могут быть. А здесь может быть союз, да, то есть вы влюбитесь и еще и можете союз заключить в этом же году. Вы можете здесь зачать ребенка, родить ребенка. Допустим, в начале года познакомились, а в конце года уже может быть у вас ребенок. Здесь у вас какое-то удовлетворение, награда будет за все, что вы раньше делали вот для сферы любви, да, вот, допустим, все, что вы вкладывали в себя, в развитие своей личности, для того, чтобы вот с вами было рядом комфортно жить другому человеку, да, вот сейчас оно все реализуется. Очень хорошая карта для любви. Если же, допустим, вы хотели здесь ребенка родить, то получится тоже по этой карте. Если хотели дело свое организовать, получится. Замечательные возможности у близнецов в этом году в творчестве, в хобби. А теперь сфера работы и здоровья, каждодневные обязанности. Выпадает карта Маг. Тоже здесь может быть новая работа, или, может быть, вы учитесь для того, чтобы выйти на новый уровень в этой работе, занять, может быть, должность руководящую, какой-то проект, может быть, вам доверят, очень такой хороший, новый. В общем, карта, когда мы проявляем какую-то волю к тому, чтобы у нас получился какой-то прорыв, что-то новое пришло в эту сферу нашей деятельности. Да, может быть, что-то новое в работе, что-то новое в плане каких-то привычек. Да, может быть, у вас были какие-то привычки, от которых вы хотели отказаться. Так вот, вы сможете, у вас получится. И также здоровье это касается. То есть все в ваших руках. Захотите выздороветь, сможете. Вы в этом году действительно сможете влиять на свой организм, на свое здоровье, просто даже словом одним. Да? То есть вот по этой карте очень часто хорошо помогают какие-то заговоры словами, да, то есть только вы сами себе должны обязательно эти заговоры говорить, потому что это именно ваша карта, именно
вы здесь должны себя вылечить. И вообще настрой у вас такой будет в этом году, а даже если была какая-то трудноизлечимая болезнь, вы ее победите обязательно. Давайте смотреть следующие сферы. Так, у нас в сферу партнерства выпала тройка мечей. Ну, карта не очень приятная, которая очень часто показывает ревность или вмешательство третьих лиц в ваши отношения. Тройка жезлов – это карта, тройка мечей – это карта отдаления, да, когда, допустим, будут ситуации в течение года, что кто-то хочет, чтобы вы разъединились с вашим близким человеком, кто-то прям вмешивается, может быть, зависть у кого-то, да, либо вы сами, допустим, ревнуете и этим можете разрушать отношения, или же здесь ситуация, когда вот просто много дел, мало времени уделяете своему партнеру и этим отдаляетесь. Тут самое важное распределить все правильно, да, то есть важно, чтобы эмоции не захлестывали, чтобы их можно было контролировать разумом, это раз. Во-вторых, важно не допускать никаких других людей в ваши отношения, ни с кем не советоваться, только друг с другом разговаривать на любые темы, да, договариваться, ни в коем случае не жаловаться, да, кому-то, друзьям не говорить, родителям ничего, решать только все между собой. И если, допустим, у вас очень много работы, то все равно нужно специально оставлять время для общения, иначе здесь могут быть проблемы. Посмотрите, какая карта кармическая выпала, да, как раз карта кармы в дом кармы. Здесь такая ситуация у вас на год. Вам нужно измениться полностью в этом году, стать совершенно другим человеком. Может быть, отказаться от того, что вы раньше делали, да, от работы, новую работу начать, новый проект, новый бизнес, начать новые отношения, измениться внешне, может быть, сбросить лишний вес, может быть, выздороветь. То есть то, что было в прошлом году, оно должно уйти и дать место другому обязательно. Вот это ваша задача кармическая. Для самообразования у вас выпадает, опять же, карта старшего аркана, колесо фортуны. То есть все будет способствовать тому, чтобы вы изменились, чтобы вы улучшили свою жизнь. Колесо фортуны – это какая-то цикличность, периодичность. То есть вы не просто должны один раз чем-то позаниматься, а постоянно, вот каждый день какое-то свое качество развивать, что-то в себе менять, учиться каждый день должны для того, чтобы у вас здесь все хорошо получилось. И здесь карта тоже течение времени показывает. То есть не нужно ждать быстрых результатов. Вы в течение времени действуете и потом получаете результат как следствие. А также еще может быть какая-то благоприятная возможность, какой-то шанс для саморазвития. Может быть, придет новое понимание вашей жизни, да, то есть того, что было раньше. Может прийти, конечно, успех и просто так, да, но нужно обязательно его закрепить тогда. Очень хорошая карта для 9-го дома. Кстати, это же дом поездок, да, вы можете куда-то поехать туда, куда мечтали раньше. 10-й дом карьеры, 8-ка мечей. Здесь ситуация жертвы, да, здесь как бы ее можно в двух планах проиграть. То есть либо вы сами оказываетесь жертвой, и на вас все ездят, у вас куча обязанностей, да, и вы за все в ответе. На вас вот взвалили, и вы тащите, да, вот то, что пообещали когда-то кому-то. Может быть, даже и не свои дела еще берете, чужие прихватываете. Или, может быть, здесь жертва в другом плане. Допустим, вы жертвуете какими-то своими прошлыми привычками, прошлой жизнью для того, чтобы начать новую жизнь, новую карьеру. Ну, допустим, вы жертвуете каким-то временем, когда вы вот просто отдыхали, ничего не делали, расслаблялись, да, и благодаря тому, что вы сейчас больше времени тратите на работу, у вас больше результатов. Или, допустим, вы для карьеры, вот ради карьеры вы отказываетесь, ну, допустим, от общения с друзьями или еще что-то такое, да, то есть когда мы действительно от чего-то важного для нас отказываемся и вкладываем энергию в
нашу цель, в наши планы. И тогда у нас есть возможность вырваться вперед. Либо мы ходим по кругу, выполняем чужие обязанности, на нас все ездят, и ничего здесь не получается. Но по сути у нас рядом, посмотрите, туз кубков, у нас карта первое солнце. Обязательно вы выйдете в этом году на новый уровень. Скорее всего, да, вам придется от чего-то отказаться, но вы это сделаете с легкостью, и у вас появится новая опора в жизни. Вы реализуете все-таки себя, хотя вам это будет нелегко даваться. Вообще вот у вас восьмерка мечей, это, знаете, когда нам хочется, чтобы у нас было больше каких-то прав больше, чем обязанностей. То есть получается так, что мы слишком много должны, да, и у нас здесь мало обязанностей, а мы в течение года должны эту ситуацию поменять. Так, теперь карта нашего окружения. Карта друзей, карта людей, которые нас окружают. И здесь туз чаш выпадает. Именно друзья нам могут помочь. Они нам дают силы, они нас вдохновляют. Мы рады общению, мы рады, что они нас поддерживают. Да, вообще туз чаш – это карта любви. Да? То есть нас любят, и это нам дает силы. А также это 11-й дом, это еще и вопрос получения результатов, да, от нашей деятельности. То есть здесь только шанс. Здесь не обещано нам картами, что мы обязательно получим результат от нашей вот карьерной деятельности. Но у нас есть шанс. Тем более, что вот туз чаш – это самореализация. Да? Это не просто делать то, что мы не любим, а это как раз выражение себя, выражение своих талантов, и благодаря этому выход на новый уровень, новые заработки, признание, любовь окружающих и так далее. Какая-то творческая составляющая здесь может быть. Кстати, может быть, давать будет силы еще какая-то деятельность творческая вместе с другими людьми. Или отдых на природе, допустим, да, или занятие творчеством, каким угодно, да, лишь бы это вас наполняло. 12-й дом – это наше внутреннее состояние, как мы себя чувствуем, да, и вы здесь, в принципе, чувствуете себя неплохо, потому что здесь паж пентаклей, это карта, которая говорит о том, что мы адаптируемся как-то очень легко и просто к новой жизни. Мы учимся зарабатывать деньги, мы учимся тратить на себя деньги, мы поднимаем свою самооценку и не боимся себя показать. То есть мы как бы учимся только себя показывать, но нас все-таки любят, нас одобряют, как бы наши услуги оплачивают, те идеи, которые мы продвигаем, приветствуют. Да, вот здесь человек стоит перед публикой на сцене. Вы будете чувствовать как раз себя как на сцене перед другими людьми. Может быть, вам будет немножко страшно от того, что это новая для вас роль, но вы будете с каждым днем чувствовать себя все лучше и лучше. То есть вот эти материальные результаты, которые приходят в этом году, они будут вам и самооценку повышать, и давать вам возможность, знаете, чувствовать себя на высоте, да, чувствовать, что вы не просто так живете. Хорошая очень карта. Это, кстати, карта еще и студента, да, то есть вы можете чувствовать себя таким студентом весь год, когда вы чему-то учитесь, где бы вы ни находились, там, в отношениях, в работе учитесь, да, деньги зарабатывать по-новому учитесь. То есть все время у вас вот такое ощущение, что вы как студент. Очень хороший расклад получился у вас. Есть, конечно, здесь некоторые нюансы, да, которые зависят от вас, как вы будете их разруливать. Ну, допустим, сложная ситуация будет в карьере, да, нужно будет, может быть, что-то менять, да, в работе у нас перемены. Сложная ситуация в
в плане партнерства, да, может быть, будет ревность, будет вмешательство третьих лиц. Но это вот все, в принципе, что только плохое может быть. Все остальное у вас очень хорошее. И карта Солнца в вашем первом доме, и туз чаш в 11 доме, и в 5 доме у вас карта Мир. Это просто замечательно, да, есть колесо фортуны, то есть вы действительно в этом году станете совершенно другим человеком, если приложите к этому усилия. Вот такой ваш год, уважаемые близнецы. Пишите свои комментарии, пишите на мои контакты, если хотите свой расклад на год. Желаю вам отличного нового 2021 года, здоровья вам, счастья и, конечно же, финансовых улучшений. Всего вам доброго, до новых встреч!